Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. У тэлеэфіры ваше любимое фальклорнае шоу «Хата на хату». Сёння мы будзем спяваць прыгожыя беларускія песні разам з удзельнікамі нашага шоу. Але мы будзем не толькі спяваць песні, але і спасцігаць сакрэты майстэрства, бо сёння майстар-клас ад Тацяны Лазоўскай. Гэта значыць, што будзе вельмі весела, душэўна і цікава. Мяне завуць Кацярына. Мяне завуць Іван. І мы пачынаем. Все готовы, настроение отличное, поехали! Мастер-класс от Татьяны Лазоўскай для семьи Еўдакімовіч и семьи Тихановских. Падрыхтоўка до финального выступления. Я галоўны шмель. Корыстные парады и заўвагі от солистки ансамбля «Бяседа». Все идут спины ровные, все носочки тянем, улыбаемся. Плённая праца над танцами и песнями дзеля перамоги ў финале. Хочется еще немножечко такого подтанцовочки. А таксама импровизованный концерт наших удзельнікаў на Минским тракторным заводе. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Хата на хату». Будем спяваць разам. Сёння мы працягваем серыю майстар-класаў, якія падрыхтавалі члены журы для нашых удзельнікаў. Менавіта сёння атрымаюць важныя парады і ўказанні сем'і, якія прадэманстравалі сваё майстэрства ў другім спаборніцтве. Але ведайце, сябры, сем'і зрабілі гэта на настолькі высокім узроўні, што Тацяна Лазоўская не змагла вызначыць пераможцу і пусціла ў фінал ажно 2 каманды. І мы з задавальненнем вітаем сям'ю Ціхановскіх і сям'ю Еўдакімовіч. Мы працягваем наши творчыя сустрэчы з нашымі таленавітымі сем'ямі. Сям'я Еўдакімовіч завітала до нас і сям'я Ціхановскіх. І я з радасцю хочу прадставіць салістку заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» пад кіраўніцтвам кампазітара, лаўрэата дзяржаўнай прэміі, кавалера ордэна Францыска Скарыны Леаніда Захлеўнага, уладальніцу медаля Францыска Скарына Тацяну Лазоўскую. Рады вас вітаць! Здравствуйте всем! Я вас горячо и сердечно приветствую. 2 команды участников, потрясающих, талантливых, самобытных. Как видите, что я не могла отдать предпочтение кому-то одному, а очень хотела мое сердце и душа славянская, чтобы 2 команды прошли в следующий этап. Я от всей души желаю вам удачи, победы, озорства, удали, настроения, чтобы народная песня звучала, чтобы ваши сердца бились в унисон, потому что впереди финал и очень-очень серьезная работа предстоит для нас. Готовы? Готовы. Поехали! Першай на майстар-клас была запрошена сям'я Еўдакімовіч, якая ўжо была готовая пакарыць настаўніка не толькі песнямі, але і танцамі. Да, все готовы, настроение отличное, поехали!
Молодцы. Нумар быў настолькі насычаным, вакальна і эмацыйна, што над ім прыйшлося грунтоўна папрацаваць, каб зрабіць яго сапраўдным сцэнічным прадстаўленнем. Когда вы уходите, уступая место вашим молодым людям, перед тем, как они вперед, очень хотелось бы, вот, Наталья, у вас замечательно получается, подголосочек, чтобы вы сделали красивый, высокенький такой, а вот вы выходите на первый план, должны свой запев емко, хлестко, да, расправив плечи, и, девочки, когда идете в круге, никто не отворачивается от камеры, да? Все идут спины ровные, все носочки тянем, улыбаемся. И каждый, пока вы не прошли вот этот поворот, вы глаза не уводите до самого последнего момента. То есть смотрите и на зрителя, и на камеру. Понятно? Давайте сейчас кусочек пройдем. Я между вами где-нибудь встану, вы станете на свои позиции, чтобы вам было удобно. Именно вот с этого кусочка. Поехали. Да? Ой, поеду до местечка, гей-гей-гей, ты до местечка. Куплю себе на гаиша, гей-гей-гей, ты на гаи. Я же стану девак бить, гей-гей-гей, ты девак бить. Боже, буду тебя не любить, гей-гей-гей, меня любить. И пошли хоровод. Красиво, спины ровные, улыбаемся все. Молодцы. Оп. И здесь Наталья подголосок. Наталья, подголосок. Молодцы, хорошо. Ребята, делаем притопы. Емко, хлестко. Оп. Молодцы, хорошо. Пошли. Оп. Так, выходим. Подождите. Спасибо, очень хорошо. Вот когда вы делаете свои ручеечки, пожалуйста, разберитесь, чтобы не было у вас суеты. Давайте технически пройдем, чтобы вы не волновались, чтобы успеть. А все это было плавненько, и как будто вот так и надо. Мы вышли потом вот на вашу следующую композицию. Давайте без аккомпанемента, чисто технически пройдем. Не любить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, Про камеру четыре. памятаем. Раз, два, три, четыре. Раз, Повернулись. раз, два, три, четыре. Раз, два, три. О! Молодцы! Раз, два. Хорошо. Та-та. Камера! Не забываем, кто идет впереди. Раз, два, три, четыре. Вот. Видите, какой плавный у вас ручеек пошел? О. Каждый ждет друг друга. Пошли и поворот. Вместе. Хоп. И теперь нужно в шахматном порядке. Кто делает шаг вперед? Девушка вперед, мальчик. Вот так. И еще такое пожелание, когда вы делаете дробушки, чтобы эти дробушки не было, да, вот по полу, а чтобы да, понимаете? И мужчины, когда вот этот притоп, чтобы чувствовалось, что мужчины у вас сопраўдные такие в коллективе. Давайте, ребят, еще разочек сначала, молодцы. Хорошо. Ой, снег идет, метелица, гей, ты метелица. Женишься, ты не женишься, гей, ты не женишься. Ты не Будешь женитесь, гей. Напор не теряем, держим голосом все. Женишься, гей, О, молодцы. Ага. Мужчины пошли. Эй! Поеду до местечка, гей, ты до местечка. И пошли. А подголосок где наш красивый? Наташа! О, пошли. Молодцы, хорошо, четенько идем. Оп.
Молодцы. Ребят, только не сникайте в конце. Я понимаю, что дыхание, но это никто не должен знать. Вы должны стоять до последнего. Улыбка должна быть очаровательной у ваших красивых барышень. Да-да-да. И мужчины тоже держатся до последнего, как казаки, да? Старанна папрацаваўшы з першай песняй, удзельнікі былі гатовыя паказаць, на што здольная сям'я Еўдакімовіч. Спинку держим красиво. Катерини муж гуляка забияка, ой, Калина малина, молодцы, хорошо. цукерка моя ледянистая, полюбила я такого румянистого. Поздно с вечера гуляли, Катеринку забывая, ой, Калина чарушкая, когда цукерка моя ледянистая, полюбила я такого румянистого. Ой, Людочка, что зробится? По вечерам гуляет. Назад, отходим. Гуляет, зробится. Внимание. Пошли. Одновременно аплодируем, одновременно. Девочки, надо шумовую какую-то штучку вам такую. У кого она есть, Лена? Надо та-та-та-та-та-та. Девочки, танцуем на месте, танцуем. О, пошли. Моя ледянистая, полюбила я такого румянистого. О, молодцы, хорошо. И поедем покататься, будут люди дивоваться. Ой, Калина малина, чаровушка ягода, цукерка моя ледянистая, полюбила я такого румянистого, полюбила я такого румянистого. Молодцы, здорово, хорошо поработали. Отличный номер, прекрасная песня. Самое главное, что здесь настолько разножанрово у вас показаны ваши и танцы, и ваши все таланты. Очень самобытно и здорово. Я вас поздравляю, мне очень номер ваш понравился. Вот вы все это переварите, всю эту информацию соберете воедино, и будет у нас прекрасное, замечательное выступление, да? Тацяна, працягваем знаёміцца з рэпертуарам гэтай таленавітай сям'і. Я думаю, можна перайсці да другога нумару. Я с огромным удовольствием только это приветствую. Репертуар широкий, разнообразный, поэтому с нетерпением ждем, пожалуйста. Еще ярче. А у лесе грибы зароди. Девки балда, по грибы ходили. Девки балда, по грибы ходили. Одна девка у лесе заблудила. Подождите, я прошу прощения, я немножко не согласна с тональностью. Надо тональность сделать ярче, тональность тусклая, честно. Попробуйте хотя бы на полтончика выше. Хорошо. Да? Давайте. Все нормально. А у лесе грибы зароди. А у лесе грибы зароди. Девки балда, по грибы ходили. Девки балда, по грибы ходили. Одна девка у лесе заблудила. Одна девка у лесе заблудила. Молодая, по лесу ходила. Молодая, по лесу ходила. Опа! Осторожно, столкновение. Чувствую плечо здесь. Только не в секунду. Я ж думала, что вдруг
зелененький. Я ж думала, что там зелененький. Аж настаять, хлопец молоденький. Аж настаять, хлопец молоденький. Ось лапшина, я ж тебя не знаю. Стоп, остановились, девочки. И все прекрасно, подголоски хорошие, отменные. Проговариваем слова, забывайте, очень много текста, да? Очень много текста. Дикция должна быть здесь потрясающая. Даже, может быть, подчеркивая марката каждую, потому что С, З, С, грибы, чтобы были. Девка, одна девка. Казак молоденький, понимаете? А не казак молоденький. Что там, кто там? С 5-го ряда никто не услышал, не говоря уже про 10-й. Понимаете, о чем я говорю? Давайте с настроением. Майстар-клас быў у самым разгары, але ні Тацяна, ні ўдзельнікі не адчувалі стомленасці. Кожны ўрывак песні адпрацоўваўся да дробязяў. А у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили. Одна девка у лесе заблудила. Одна девка у лесе заблудила. Молодая, по лесу ходила. Молодая, по лесу ходила. Опа! Я ж думала, что там зелененький. Аж настаять, хлопец молоденький. Аж настаять, хлопец молоденький. Ось лапшина, я ж тебе не знаю. Ось лапшина, я ж тебе не знаю. Вы ведь мянка на дорогу сваю. Вы ведь мянка на дорогу сваю. А подголосок где? Так, подождите. Друзья, спасибо. Давайте еще раз, когда у вас начинается полька, разберитесь, кто с каким мальчиком, с девочкой танцует, чтобы не было путаницы, хорошо? И еще, вы знаете, чтобы не отматывать далеко назад, когда идет этот эпизод у нас, да, стоите там хлопец молоденький, там красивая девочка, вот можно вот ее, да, в центр. Сделайте акцент, вы выйдете, я ж хлопшина, вот, например, вы, да, выходите, и я тебя не знаю. Да, давайте с самого начала все учитываем. Помираю, пусть меня никто не знает. Помираю без причины, пусть меня не так лапшины. Вот хоромы лики знают, от любви не умирать. Видно, кто любился, прежде вечер засмутился. Ну что, давайте тогда, наверное, мы на этом остановимся, да? Всем большое спасибо. Я хочу вас всех поблагодарить за ваши души открытые, сердца горячие, за ваши искристые глаза, за вашу любовь к народной песне. И я всем своим сердцем и душой вместе с вами желаю вам отличного выступления. Но нам, друзья, нужно определиться с выбором песни для финала. И мое мнение, конечно же, я вам вот рекомендую и советую Катерину. Берите эту прекрасную песню, такую яскравую, як кажуть по-беларуску, залихватскую. Я думаю, что вы все свои таланты здесь покажете. Тетяна, вам вялікі дзякуй за то, што мы так добра папрацавалі. Паспявалі! Паспявалі, патанцавалі. На самай справе, я думаю, што для сям'і Юдакімовіч гэта сустрэча вельмі важная, так, сябры? Дзякуй вам вялікі. Замарыліся, бедныя. Але ўсё яшчэ наперадзе. Любіце народную песню, і яна заўсёды няхай будзе і самымі маленькімі удзельнікамі вашага Не калектыву. смалились, лишь настроились. Толькі яшчэ разгамеліся, Да? да? Ну вось, на гэтым мы і скончым нашу сустрэчу. Вялікі вам дзякуй. Дякую.
Тетяна, вялікі дякую за такі каштоўны ўнёсак у творчую сустрэчу для гэтай цудоўнай таленавітай сям'і. Я в таком воодушевлении, потому что эти люди настолько такие вот яркие, самобытные, они настолько пропитаны народной песней, музыкой. Поколение и молодое, и уже постарше, они все воедино, у них, знаете, души сплетаются в одну большую народную песню. Очень благодарна за приглашение. Сил много нужно тратить, но вы знаете, это того стоит, потому что все-таки результат, он не заставляет себя ждать. Я им хочу пожелать искренней удачи, процветания, мира и добра. Спасибо вам огромное. Дякую вам вялікі. Тетяна, на нашу сустрэчу завітала прыгожая, таленавітая творчая сям'я Ціхановскіх. Прывітанне, даражэнькія. Привітання. Здравствуйте, дорогие, я вас очень рада приветствовать. Вы такие красивые, вы такие, у вас улыбки, такие вот сердца прямо открыты. Я очень рада встрече с вами. Здравствуйте вам. Добро пожаловать вновь на проект «Хата на хату». Приветствую вас. Здравствуйте, дякую. Ну што Доброе ж, слово. будзем пачынаць займацца, правільна, таму што спяваць гэта не толькі свята, але гэта яшчэ і вялікая праца. Дзеля майстар-класа сям'я Ціхановскіх падрыхтавала шмат цудоўных песень, але пачаць яны вырашылі з песні Владзіміра Аляксандравіча, галавы гэтай сям'і, чыё выканальніцкае майстэрства і вакальныя дадзеныя сталі іх візітнай карткай. Нічого й не видно же, одно тільки єдиного й дуба зеленого. Дуба зеленого є по тим дубам дає зеляне, я неком дає вирусила коліну. Виросла і коліна, а потетою же до коліною. Хуй дай стояла і дівчину. Стояла дівчина же, да я наш плакала, да й порівняє просило. Порівняє просило же, ой, те порівня, дає порівню очейку, ой, дай завжди, хоч його до очок. Завжди хоч його до очок, може же його дає красная дівику, дай зросту, но є вершочок. Ось така. Браво! Дякую. Браво! Вы знаете, я вам очень благодарна. Это любовная песня, правильно? Количество... Она может быть любовная, но и свадебному обряду, правильно? Да? Может быть, где-то Вы понимаете, части скорее, я думаю, может, перед это замужеством, когда. баллада, наверное. какая-то. Однозначно баллада, да, но Баллада, именно так. вот из цикла любовных песен, либо Да. уже вот То, можно что частично и к свадебным. Хлопец ее просит уже Да. до весілля, і вона молода, ще 15, там, 16. Почекала. Почекай годик, 17 стане, тоді зайду. Ну, плакала, просила, хлопца любила, понимаете? Конечно. Вот, она... Но я самое главное хочу вам сказать вот благодарность и вот эти песни нашей красивой синеокой Беларуси, и поблагодарить вас за вариант этой баллады песни, потому что она отчасти вот как туман яром, да? Только еще такой здесь идет дополнительный смысл. Спасибо вам огромное за этот вариант песни. Во-первых, это аутентика.
которая не оставляет равнодушными зрителей никогда. И даже если есть какое-то эмоциональное состояние именно вот по смыслу песни, да, потому что все-таки народная песня, она несет такой смысл глубокий, и зрители слушают и проносят через свое сердце, что мы сейчас вот с Иваном сделали. Я вам очень благодарна за вот этот вариант песни «Туман». Я, например, этого варианта еще не слышала, потому что у нас в Беларуси в разных областях и регионах поют по-разному. Я вам благодарна за ваш вариант, который вы настолько проникли, вот прям аж мурашки по коже, поэтому, да, и прожили действительно в образе. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Пасля такіх цёплых слоў у свой адрас сям'я натхнілася і вырашыла прадэманстраваць свайму настаўніку усю моц сваіх талентаў у наступнай кампазіцыі. Ой, да сада яблонька цветет, ой, да казаку поход идет, да раз, два, горе не беда, ой, да казаку поход идет, да раз, два, горе не беда, ой, да казаку поход идет, ой, да казаку поход идет, поем девка слезы леет, да раз, два, горе не беда, поем девка слезы леет, да раз, два, горе не беда, поем девка слезы леет. Ой, да не плачь, девка, не рыдай, горькие слезы не втирай, да раз, два, горе не беда, горькие слезы не втирай, да раз, два, горе не беда, горькие слезы не втирай. Ой, да тогда заплачь. Девка Просто заплачет. Васька эту песню запевал, и поэтому... Казачья песня, мне очень нравится эта вещь, она такая строевая, казачья. А мы перестроили ее, потому что, ну, Очень тяжело хорошо. ему. А нас в деревне уже давно-давно ее пьют. Поэтому мне У нас тяжело. моего брата Из поколения в поколение, двоюродного, да, уже? Ну, он хватит привез из прикуплять. Волгограда казачку к нам в деревню. Вот, я про что. Она и померла, она говорила на нашем белорусском языке. И вот научила наших женщин, вот, ну, на гулянках. И уже все, и вот она стала как своя. Ну вот я бы еще немножечко, знаете, вы так красиво делаете, раз, два, гора не беда, да? Хочется еще немножечко такого подтанцовочки, да? Да, на месте. О, отлично, как казаки, да? Они же казаки, да, вот как вот вы клево делаете, классно просто. Когда казаки, они так, да? Да, держат стать, а ножки работают, да. Да. Горе не беда. Можете с внучкой, с Есенией своей красавицей. Да, и Есения подтанцует вам тоже. Ну, Очень давайте хорошо. этот вариант. Ой, да не плачь, девка, не рыдай, горькие слезы не втирай, да раз, два, горе не беда, горькие слезы не втирай, Потанцовка. раз, два, горе не беда, горькие слезы не втирай. Ой, да Когда ты... день девка заплаче, як его строю его бачу. Да раз, два, горе не беда, вострою бачиш, да раз, два, горе не беда, вострою бачиш, ой, як до вострою, ой, да на вороненьком коню, да раз, два, горе не беда, ой, да на вороненьком коню, да раз, два, горе не беда, ой, да на вороненьком коню. Ой, да на вороненьком коне. Ой, да на вороненьком седле, да раз, два, горе не беда, ой, да на вороненьком седле, да раз, два, горе не беда, ой, да на новеньком седле. Браво! Молодцы, молодцы!
Вот вы знаете, поражает то, что искренне вам хочу сказать, что ваша кладезь, просто скорбонка вашей семьи музыкальной настолько полна и разнообразна. У вас и аутентичные песни такого направления, у вас и баллады, у вас и жарты, у вас и верши, у вас и казачьи песни в репертуаре. Вы такие молодцы. Просто сердце радуется, что вы передаете из поколения в поколение, как вы говорите, ваши песни. За кожной песней стоит Конечно. певная история. Да, на самом деле так и давайте есть. щедровку. Нет, пчелы давай. А, пчелы. Давай. Я головный шмель. Тацяна Лазоўская ўжо была пад вялікім уражаннем ад самабытнасці галасоў і разнастайнасці песень гэтай сям'і. Але ціханаўскія не маглі спыніцца і прапанавалі паслухаць адну са сваіх любімых кампазіцый. Ой, вы пчелы мои, пчелы, пчелы, ярые мои, пчелы мои, ярые мои. Ой, чому ж ви сидите, у полет не летите, пчелы мои, ярые мои. Ти вас ветрик не вмочив, ти вас ветрик не всушив, пчелы мои, ярые мои. Ой, вы гости мои, гости, гости, любые мои, пчелы мои, ярые мои. А чому ж ви сидите, а хліба солі не єсте, пчоли мої, ярые мої? Ти мой хліб не пошот, ти я сам не весел, пчоли мої, ярые мої. А я хліб подпушу, а маю вам найму, пчелы мои, ярые мои. Дудорки будут играть, а мы пойдем танцевать, пчелы мои, ярые мои. Ну это уже гостевая. Ой, вы знаете, и господар веселый, и хлеб смачный, и господынька пригожая такая, и песня дзяўчаты, и песня хорошая. Уже верши складаем, бачите, с Иваном, уже о вершах и кажем. Ой, спасибо вам огромное, конечно, повеселили, здорово. Такая вот у вас прям вот колористика идет. Чувствуется, что у вас-то семейное. Вы и на застольях, и в поле, и за работой, и все это с песней. Для адной песні са свайго рэпертуару сям'я Ціханаўскіх попрасіла ў настаўніка даць прафесійную ацэнку і параіць, як зрабіць яе яшчэ лепш. Тоже разучивали мы песню «Поздно-поздно». И вот у нас это не получается подтянуть. Может, вы нам посоветуете где-то ставить ставочку, чтобы подтянуть? У нас как-то монотонно. А спойте, пожалуйста. Вот это мы хотели у вас. Спойте, спойте, пожалуйста, конечно, конечно. Познай, познай, мой миленькой бродит юноверной, другой заборылся. Я наверной, другой заборылся, заглядевся на черные бровы. Черные бровы, ему да любові край деревні, там стоял колодец. Никак не уловить. Вот эту, вам Вот что-нибудь, чтобы подтянуть. Вы знаете что? Я понимаю, о чем вы говорите. Вам не хватает верхнего голоса. Да. Для того, чтобы вам было удобно петь, вам нужно просто тональность немножечко опустить. Ниже начать. И давайте вот попробуем, спойте и чуть-чуть возьмите пониже. А я вам попробую, да. И кто-то у вас сопрано, кто у вас сопрано поет? Илон, наверное, вы, да? Я так поняла, да?
Ну, мы не Честно, мы не музыканты, Поэтому- мы просто поем то, что чувствуем. Да, давайте чуть-чуть пониже возьмем. Как она Аня там с начнет? матерью Народ, обычно мы вот вертят. слухаем ваши всегда песни. Спасибо. наверх тянем, вот. Но вот тут я не могу уловить. Не можем мы вот понять, как... Именно верхушечку вот Да, эту. как Давайте бы тональность понимаем, что опустим, надо чтобы где-то вам что-то- было где разогнаться, чтобы вам именно выйти вот в эту конечную ноту, попросту говоря, когда вот бабушки поют, да, а когда говорит, я басую, а другая, я подтягиваю. Да. Вот, Вот, так вот надо кого-то они вот так подтягивать. красиво у них Да. там идет вот это, именно подголосок вот этот. И вот. даже можно его еще и распеть. Вот как там слова идут первого куплета? Пониже. Вот смотрите, давайте пониже возьмем. Поздно, поздно. Мой миленький бродит юная. Да я башу там. Я не запою. А чуть повыше. А вот мужчины запоют пусть. Владимир Александрович, а вы запойте, у вас будет тональность очень хорошая. Поздно, поздно. Мой миленький бродит юная. Другой заборился. Наверно, другой заборился. Заглядеся! Вам нужно заглядеся! Да. Понимаете, вам нужно немножечко вот будет подработать ее, и именно вот чтобы первая партия, Илона, у вас очень хорошо она получится. Поздно, поздно, там да да, там да. Давайте еще вместе, чтобы она прозвучала. А я вам подмогу. Познай, познай, мой миленький бродит юная. Другой заборился. Вам надо туда, Илона, идти. Илона, не Другой потяни, заборился. Вам нужно туда идти, в верхушечку. Мы ей вторую тебя тянем. Да, кто первую? О, они Да? смотрят. Тогда Анечка, тогда девочкам нужно первую. Будет очень красиво. Я вам распишу многоголосие. Вы с голоса выучите, вплоть до того, что я вам ее спою. Вы мне текст напишите и будете в репертуаре иметь эту прекрасную вещь. Как сокровищница будет еще одна в вашей большой шкатулке народных песен. И спасибо вам большое. Ну, а еще можно напоследок щадровку. Скоро що? Конечно, конечно. Ну-ка, давайте. І напрыканцы такога насычанага парадамі і прыгожымі песнямі майстар-класа сям'я Ціханаўскіх вырашыла выказаць пажаданні ўсім тэлегледачам і Тацяне Лазоўскай у шчадроўнай песні. Ты дома, дома, санапа господа, що Добрым людям, а коли дома, то вийди во двор, щедрий вечір добрим людям. Вийдете во двор, стань послухай, щедрий вечір добрим людям. Божа матка йди, радость нам несе, щедрий вечір добрим людям. Ой, сею, сею, дорогие. посилаю, щастя, долі вам жадаю. Дякую. І вам, конечно ж, радості, щастя і долі. Дякую. И как бы ели, как бы пили, как бы в золоте ходили. Ой, дякую, дякую, Ось моя ми зараз з дорогенька. вами і вечорки зробимо на колядную тему. Ой, спасибо большое, порадовали, здорово, конечно. Хотелось с вами вместе и плясать, да, и танцевать. Такая энергетика от вас просто идет обалденная. Ну, дякую, Здорово, конечно, даже не дякую. знаешь, чего пожелать, потому что настолько у вас вот эта самобытность, вот эта вот любовь прям вот к белорусской культуре, к музыке, к песням, и чувствуется, что вы друг друга так чувствуете. Никто вперед не высовывается, как говорится. Каждый вот прям знает свое место, где танцует, где поет, О, правильно? да, да, а да, господар всему виной, потому что глянет глазом все знают, как, чего и кому делать. И плясать. Дівчата мої кажуть, корень починається у нас главний. О, вот я про что и Ну, говорю. так я вже і... Ой, спасибо вам огромное, спасибо. Я вам искренне желаю удачи, отличного выступления. И, конечно же, хочется видеть вас на прекрасном финальном концерте. І з якою піснею? Из какой песни? Ну вот, на мой взгляд, я бы очень отметила песню, вот эту казачью песню, и вот эту вот щадровочку. Вот, поэтому вот такое вот пожелание. Наверное, вот на финал с казачьей песней.
потому что вы как красиво выйдете с таким с тонусом, с таким Так само казачьим. некую историю, так само, як Да. вы это и робите. Да, тем более вот у вас такая история, которая передается уже из поколения в поколение. Так рассказать, как очень это моя братиха к нам попала, и когда я... Чому ні? А, конечно, Чому ні? зрителю интересно. А знаете, это як все она? исторический момент. Мы с моей вёски ездили у центр Савгаса на працу на ток. И я всегда просил, чтобы старейшие женщины ехали, ну и молодых нас брали, ехали на ток и с 5 до 12. Хлопцы уже як отработают, хлопцы на коня садятся, и им как быстрее коня это подогнать. А я думаю, хотя мне место сирот женщин попало. Потому что мне послухать звезды, луна, и эта песня от пара тречки, и вот эта песня Сердце спевает. откуда-то. Я слухаю и плачу. Она настолько тоже трогает душу зрителей, поэтому просто благодарность от нас всех. Спасибо вам Ой, большое. спасибо вам большое. Успехов вам. Искренне за вас рада, просто за вашу семью, потому что вы просто мега, настолько у вас энергетика, если бы вот телевизионный экран мог передавать, то, конечно, вот эта вот теплота, вот эта энергия, вот эта взаимосвязь, то, конечно, это дорогого стоит. Я очень рада, что с вами познакомилась. Здоровья вам и всех Дякую, благ на дякую. земле. Дякую. Спасибо. Спасибо огромное. Тацяна, шчырая дзякуй за цудоўную, такую вось душэўную сустрэчу з гэтай вось цудоўнай сям'ёй Ціхановскіх. Што можаце ім сказаць вось пра іх, як пра сям'ю, як пра таленавітых людзей? Я хочу сказать, что, во-первых, эта семья, видно, что она сплоченная, что здесь один член семьи дополняет другого, независимо от поколения. Я убедилась в том, что в этой семье такая кладезь народных песен. Здесь и казачьи песни, и свадебные, и любовные, и аутентические песни, и баллады. И самое главное, что они передаются из поколения в поколение, как и родственниками, так и от дедушек к своим внукам и внучкам. И получила, конечно, огромное удовольствие, потому что все-таки все пролетело на одно мгновение, как говорится. Мы здесь и поговорили, и попели, и получили, я надеюсь, взаимное удовольствие от общения с друг другом. Поэтому я им искренне желаю отличного выступления, настроения, а позитив, любовь в сердце к народной музыке у них есть сполна. Поэтому огромное им спасибо и вам. І вам дзякуй вялікі, Тацяна. Спасибо большое. Пасля такіх плённых майстар-класаў трэба было адпачыць. Каманды ў нас сёння былі незвычайныя, таму і экскурсію для іх мы выбралі адмысловую на мінскі трактарны завод. На такім велізарным прадпрыемстве, дзе ёсць свае вуліцы і кварталы, удзельнікі нашага шоу былі ўпершыню. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Для вас сегодня буду проводить экскурсию по Минскому тракторному заводу. Прамысловы турызм – гэта назіранне за працоўным працэсам і нават удзел у ім. Таму перад тым, як адправіцца ў цэх, усе ўдзельнікі запісаліся ў журнале і прайшлі інструктаж па тэхніцы бяспекі. Ну што, сябры, якія у вас чаканні? Хочам сабраць трактар? И покататься. На тым, якім сабралі. Добра? Заадно якраз і пратэсціруем яго. Ну што, тады мы гатовыя, напэўна. Можна пачынаць? Ідём. Які снег! Трактар «Беларус» ведаюць амаль ва ўсім свеце, ад Амерыкі да Азіі, але мала хто ўяўляе, як яны вырабляюцца. Вось мы і прапанавалі нашым удзельнікам убачыць сваімі вачыма легендарны мінскі трактарны завод, адзін з найбуйнейшых вытворцаў сельгастэхнікі не толькі ў краінах СНД, але і ва ўсім свеце. Ну што, сябры, хто хоча пакатацца? Все хочуць пакатацца. Но я думаю, што так ці інакш, напэўна, наперад мы пусцім самых нашых юных, нашу надзею, нашу моладзь. Вядома ж, нельга было пабываць на заводзе славутых трактароў і не скарыстацца магчымасцю на іх пракаціцца, а такая магчымасць у нашых удзельнікаў была. І пакуль адны каталіся на трактарах, астатнія таксама не сумавалі.
Наше предприятие было основано в 1946 году, когда подписывается постановление Совета министров о создании Минского тракторного завода. Экскурсавод натхнёна распавёў нашим удзельнікам пра легендарны завод, яго дасягненні і цяперашні стан. Маштабы прадпрыемства ўразілі нашых экскурсантаў, роўна як і некаторыя факты з гісторыі прадпрыемства. Как вы считаете, какая первая продукция была выпущена Минским тракторным заводом? Гусеничный трактор. Нет, не гусеничный. Ну тогда руль. Нет, ну, наверное, двигатель, что ли, нет? Так что вы запчасти называете? Какой трактор? Мотоблок. Какие еще есть предположения? Трактор гусеничный, конечно. Какой-нибудь маленький трактор, который был очень полезен после войны для людей, для того, чтобы обрабатывать землю. Да? И первый заказ предприятие получает в декабре 1947 года на производство болотных плугов. МТЗ займае плошчу каля 150 гектараў. На прадпрыемстве працуюць прыкладна 17 000 чалавек. На тэрыторыі ёсць свой медпункт, сталовая, працуе радыё. Усё паглядзець, вядома, нельга, таму мы падрыхтавалі для гасцей самае цікавае і займальнае. Не только тракторный завод на территории Беларуси выпускает тракторную технику, но еще 3 предприятия нашего холдинга. Это мотоблоки, мини-техника до 50 лошадиных сил и современные гусеничные трактора. Сейчас вы можете посидеть в открытых кабинах тракторов, можете пофотографироваться, сделать на память фотографии. Пасля прапановы залезці ў кабіну, паспрабаваць пакіраваць і пафатаграфаваць, экскурсавода ўжо мала хто слухаў. Усе захацелі сваімі рукамі патрымацца за машыны, якія сталі амаль што сімвалам Беларусі. Поедем, красотка, кататься. Скажите, пожалуйста, главный приз трактор в этой программе? А тым часам некаторыя ўсё яшчэ каталіся на трактарах па велізарнаму заводу. Сейчас он один приедет без водителя. Давайте сустракаць яго. Да. Уже поздно. Ну, вы так долго ездили, вы, напевно, еще кудись завітали по дорозі, да? Порулить дали? Нет. Але наперадзе ўсіх чакала адна з самых незвычайных прыгод у нашай экскурсіі – удзел у зборцы трактара з сусветным імем «Беларус». Мы с вами находимся в корпусе сборки тракторов, где производится сборка нашей техники. Здесь находится 2 конвейера. Первый длиной 210 метров, который собирает трактора от 100 до 210 лошадиных сил. Второй конвейер, где вы сегодня будете работать, собирает трактора от 50 до 100 лошадиных сил, имеет длину 275 метров. Пойдемте поработаем. Некалькі актыўных прадстаўнікоў сям'і Ціхановскіх і сям'і Еўдакімовіч змаглі пераўвасобіцца ў зборшчыкаў і спрычыніцца да вялікай справы. Маніпуляцыі выбраны не самыя складаныя, але і няпростыя. І тут мы зразумелі, што нашым удзельнікам не толькі песні і танцы, але і любая праца пад сілу. Пакуль мужчыны займаліся сур'ёзнымі справамі, дзяўчаты атрымалі магчымасць адпачыць. Удзельнікі атрымалі не толькі добрыя ўражанні, але і імянныя сертыфікаты з указаннем мадэлі, у вытворчасці якой яны ўдзельнічалі. Евдокимович Александр Александрович. Спасибо. Все, родная, ты меня потеряла. Евдокимович Илья Александрович. Уже у нас семейный бизнес. Тихановский Владимир Александрович. Поздравляю. Филипповец Игорь Михайлович. Пожалуйста. Ну что, сябры, попрацавалі, поглядели. Я думаю, нам треба сказать дякую и вам, и всем этим супрацоўнікам, тому что они робят. Я вдячна мы песней. Мы вам жадаем, каб до ваших хат стежки не ведал ни врач, ни адвокат. И каб было вам на усім веку лёгка на сердце, тяжко
тое, наколькі моцна можа змяніцца жыццё пасля сустрэчы з адным цікавым чалавекам, які здолее натхніць цябе на творчасць і на новыя здзяйсненні. Я спадзяюся, майстар-клас вельмі дапамог нашым удзельнікам, і яны дастойна выступяць у фінале. Але на сёння гэта ўсё. Праз тыдзень мы зноў сустрэнемся на майстар-класе, які будзе праводзіць Валянціна Фёдоровна Гладкая для сям'і Мікіціч з вёскі Спорава. Якімі сакрэтамі падзеліцца Валянціна Фёдоровна, мы даведаемся праз тыдзень. Спявайце разам з намі, спявайце са сваімі роднымі, спявайце кожны тыдзень. Усяго вам добрага, да новых сустрэч і да новых песень.